Давайте остановим 100 человек и спросим, довольны они этой дорогой или нет. Смотрите, какой поток. Здесь же раньше по этим колдобинам никогда узковато, потому что все-таки магистраль. Ну как дорога сейчас? Нормально. Шикарно стало? Отлично. Отлично? Дорогу сделали у нас здесь. Как вам вообще вот дорога? Отличная дорога. Например, если бы я проектировал, я бы не делал бы вот этих бордюров, которые стоят сегодня на отворот. Надо понимать, что такой огромный микрорайон, на десятки тысяч населения должны на чем-то добираться и как-то приезжать к себе домой и так далее. Это должны быть минимум автобусы, максимум это должно быть такое маршрутное организованное движение всего квартала, в том числе внутренне. Представляете, вон, если мы посмотрим вон тот край квартала, надо горожанам выходить либо на улицу Хабарова, перекресток проспекта Ленина, да, либо приходить сюда на автобусную остановку. Вот мы смотрим, здесь автобусная остановка есть. Достаточно дорога, комфортная для проезда. И я, как житель города, сегодня я могу заехать к себе домой, вот, проживая на 202-м квартале, и со стороны Чернышевского, и со стороны Хабарова, и со стороны проспекта Ленина. То есть у меня 3, при этом по асфальтовой дороге. То есть вы, как жители вот этого микрорайона, вы довольны этой дорогой? Конечно. Давайте остановим 100 человек и спросим, довольны они этой дорогой или нет. Другой вопрос, да, недоделанные бордюры, да, другой вопрос, нет озеленения, но это технический вопрос, который можно весной доделать. Как заявила мэр недавно в своем посте в Инстаграме, что даже если будет некачественно, то у нас контракты заключены. Совершенно правильно. Можете продолжать. Денис, я вам Сардана Владимировна точно это не пропустит. Кстати, сразу, коль такой вопрос, да, давайте вернемся к истории. Прошлогодняя укладка асфальта, в снег, там мы остановили это, еще при моей работе это было. Сравнивать, кстати. Да. Извините меня, или там просто бросили, взяли на холодный лед, по-моему, это было в ноябре, там просто бросили и лопатами разравнивали. И здесь технологически подготовлена дорога. То есть вы это сравнение считаете некорректным? Нет, конечно, абсолютно некорректно. Посмотрите, вон мужики работают. Вон, видите? Вон мужики работают. Сейчас они в зимнее время, можно сказать, ведут, так скажем, работы по устройству улицы. Что это значит? Это значит, что у нас не остановилось и работы контролируются. Это значит то, что зимнее время вот это вот сварочные работы в виде ограждений и так далее можно хоть до декабря вести. Время есть. Другой вопрос – укладка плитки. Вот сейчас, допустим, вон там поддоны лежат, плитка, скорее всего, уложена и так далее. Да, нужно будет гарантийными обязательствами это проверять и контролировать. Да, скорее всего, дорожное полотно где-то у нас пойдет. Так лучше это сейчас контроль этот, который из контроля создали хайп. Вот, там плохо-плохо. Так наоборот, это хорошо, я считаю, что не позволили строителям залепить, как у нас это было принято раньше, все замолчать и дороги принять. Правильно, Сардана не принимает эти дороги. И я бы так же сделал. Кстати, работая в администрации города в прошлом году, я не принимал дороги, которые были ранее сделаны, потому что нет освещения. Вот, например, на объездной дороге, где авторынок Лера, там в свое время не было освещения, и мы их не принимали. Другие дороги в городе Якутске, где не были закончены мероприятия. Кстати, гарантийные сроки на некоторых дорогах уже были пропущены, но они не были доведены. Вот эта дорога, это спасение до 202-203 квартала, которые горожане сейчас, если мы будем спрашивать, будут еще много десятилетий благодарить Сардану за то, что это сделано. Вот именно вот эта дорога. Представляете, здесь какая пыль была, сколько людей здесь астмой страдали и прочими и так далее заболеваниями. Поэтому здесь вообще. Это тоже, соответственно, дорога Ларионова. Это исполнено. Это вот Ларионова перекресток, в сторону 203-го квартала. Дорога, она говорила, что это у нас сделано по проекту мэрии, то есть одна из каких-то... Вообще большинство проектов, которые были заложены еще в прошлые годы, они очень слабые, и надо это признать. Ширина дорожного полотна, водоотводные мероприятия не будут смотрены, другие там вещи и так далее. То есть, слабые проекты. Она должна быть... То есть людям, если вникать в детали и в суть происходящего, проекты сделаны не новой администрацией, да? Нет, конечно. Как-то проекты, которые были готовы заранее,
Они должны были пройти экспертизу, но это нереально, чтобы просто взять так. Это, естественно, проекты заранее подготовлены, они внесены были в БКД. Основная львиная доля была дорог, конечно, это уже проекты предыдущие. То есть отсюда исходя, какой мы можем сделать вывод? Все претензии горожан, вот этот вот весь хайп, который в соцсетях, возмущение, он на самом деле, его можно, если при желании, если бы вещи называть своими именами, можно было сказать: ребята, извините, а это проекты предыдущей команды. Слушай, ссылаться, оглядываться назад, это значит часто спотыкаться. Зачем это надо? Сегодня по факту, что было, мы приняли и начали с этим работать. Все. Я, например, не собираюсь там вдаваться там в полемики, там это вы оставили такое хозяйство, это вы и так далее. Ну, получили, потому что мы же сами этого хотели. Мы же сами этого хотели. Мы получили то, что хотели. Все. И с этим надо как-то было справляться. И мы справлялись. И, кстати, я хочу сказать, что очень качественно, эффективно, более того. Следующий момент, который ты озвучивал, о том, чтобы там предъявлять претензии. Сегодня нужно все перечеркнуть и с нового листа начать, работу, потому что вот этот 26-километровый забег или старт, который город сделал впервые в истории, его нужно хотя бы в таком динамичном стиле удержать, и вот эти все ошибки, вот эти все претензии, критику, ее принять, сделать работу над ошибками, выписать ее. Вот как хороший руководитель делает, он берет, если есть ошибки, если есть над чем поработать, куда двигаться, он это все выписывает, смотрит, что с этим нужно сделать, где улучшить, а где закрепить, и потом по этому уже пути идет. И поверьте мне, на практике это всегда приносит очень хорошие результаты. И вот сегодня как раз такой шанс у города, чтобы он это все исправил. Ну а тем, кто критикует или, указывает на недостатки, на этом пытается свой имидж поднять, я хочу просто сделать простое обращение. Это как в школе, когда плохой ученик дергает за косичку девочку и все время ей хочет портфель выбить из руки и так далее. Он ничего не делает, кроме одного: обращает на себя внимание. Так вот, хороший ученик, он просто делает свою работу, а девочка внимательно смотрит на него, потом интересуется им, потому что он показывает хорошие примеры. А плохой ученик начинает обращать на себя внимание. Перестаньте обращать на себя внимание. Похвалите, наоборот, город, что такие прорывы. Похвалите Сардану и хватит ее дергать уже. Хватит дергать человека за ее успешные действия. Это же очень просто. Похвалите, подтвердите, где есть успех, где есть хорошее начинание, а где есть, как говорится, может быть, недоработки или упущения один на один. Вы сейчас говорите вещи о том, которые большинство, нет, это мое оценочное суждение, считает провальной работу мэрии по дорогам. То есть, когда все говорят, что как вам новая команда, все говорят, конечно, там то все, конечно же, дороги. Но, ребята, почему вы ищете всегда в работе плохое? Вы находите хорошее. Вы посмотрите, что у человека есть лучше, и закрепляйте это. Кстати, что вы поощряете, то и вы будете получать. Вы будете получать обратную реакцию. Сделайте наоборот. Когда-нибудь. Не обесценивайте работу и не уничижайте ее, а наоборот. Если город перезимовал прошлый год идеально, если у него в этом году получен акт готовности к отопительному сезону, если город без всяких проходит эксцессов, мусорную реформу, если город справляется с федеральными программами, так поддерживайте его. Так зачем его обесценивать, город-то? Если город не горел все лето, а вся республика пылала, как Сирия, так вы скажите о том, что молодец, Сардана, ты же работала, видно, что наше внимание не отвлечено было, где проживает 1/3 населения республики. Пожаров. Да. Вот Жарницкого, многострадальная дорога. Тут вообще, надо сейчас нам остановиться и людей спросить, действительно ли, есть какие-то замечания к дороге и так далее. Посмотрите, какой поток. Здесь же раньше по этим колдобинам никогда, и мы с Тарданой, когда избирались, мы с ней
Я даже напомню, год назад ровно мы стояли с ней, смотрели, как было, чего, да, да. это было. Вот посередине, вот здесь было на вот этом самое- дороге, это- да. Сказал, сделал. То есть, в принципе, предвыборное обещание выполнено. Ну вот, пожалуйста, мы едем по этому асфальту. Поэтому многие, кстати, забыли, что выборы на Жарнинске. А люди хорошие забывают быстро. Наоборот, вот плохое видишь, они все время тиражируются, подтверждаются и так далее. Но говорят, что вроде как здесь автобусные карманы, все вроде... Вот они, пожалуйста, вот автобусный карман. Да. Вот он, автобусный карман. Но водоотведение, там что-то вот люди жалуются. Ну вот весной как раз это и будет. А, в смысле, это Вот переход сделали, видишь? Здесь была, кстати, у нас дорога, значит, под дорогой был гильза была с протечками постоянными. Вот. А сейчас новый переход сделали. Это тоже решение коммунальных проблем городских в целом общем. Ну, посмотри, как поток идет. Обрати внимание. Или тогда по Колдобинам машины ехали, как организованно и быстро машины здесь двигаются. Вот это самое главное. То есть в городе сегодня решена задача быстрой логистики. Не просто передвижение по городу, а быстрое. То есть ты должен понимать, что мы, если едем 17-й квартал Жарницкого, мы сегодня попадаем вот в эту часть города, ну, назовем его строительным рынком, да, за 10-15 минут от центра. Это на автобусе. Потому что у нас два трафика, Петра Алексеева и Жарницкого, сегодня открыты. Два трафика, которые вот с центра прям мы можем дойти без каких-либо проблем. И это решена глобальная проблема, многолетние, десятилетиями, которая не решалась. Ну, моя позиция такая, и хотел бы обратиться к горожанам. Если мы ведем в городе работы, которые которые потом получат максимальное количество благополучателей, давайте потерпим. Давайте не будем все время эгоистами и думать только постоянно о себе. Давайте будем думать, что будет потом и сколько людей, вот как сейчас мы едем с вами по дороге вот, Семена Данилова, Петра Алексеева. Улица-то ожила, посмотрите, она реально ожила. Тут и бизнес сейчас будет работать, и люди, и движение, и, ну все, как бы. И скоро будет Ну, приезжать быстрее, да? В любом, точно правильно вы говорите, вот видите, и в части социальной. Если раньше они там долго-долго плелись, вот по Колдобинам, тем более больных людей, да? Да, в эту сторону вообще никак нельзя было подъехать, только через кольцевую дорогу, объездную. Да, У нас вообще даже доли сомнений не было, чтобы мы начали там пасовать, что-то бояться, чтобы значит, не взяться за эту работу и так далее и тому подобное. Есть шанс, пользуйся им. Скажи, а вот по скорости быстрее получается сейчас? Да нет, ну как обычно, у нас на асфальте. Ну, а поэтому я имею в виду за асфальтом, а техника стала лучше, как бы. По хорошему асфальту, в любом случае намного лучше. Ну, то есть ты скажи, дорога сделана, это хорошо? Конечно, хорошо. Хорошая дорога. Ну посмотри, чем это плоха дорога? Да тут сейчас 100 человек, останови, спроси, которые ездят на машинах сюда, приезжают домой в это. Как им такая дорога? Сейчас давай спрашивать будем людей прямо. Зачем нам нужно комментарии давать или экспертные заключения, если горожане сами должны это делать? Ну, по-моему, была критика. Вот я не помню, какая, но точно. Здесь, что ли? Да. Слушай, да у нас везде есть. Она везде есть у нас. Кто-то критиковал, что... Я ни разу не видел человека, который бы сказал, ну слушай, ну все идеально. Вот смотри, какая шикарная машина, вот все идеально. Нет, обязательно найдутся такие, что что-нибудь это скажут. Ну что теперь, на эти цеплялки внимание обращать? Не узковато? Узковато. Узковато. Замечания к бордюрам, они исполнены таким образом, что в случае каких-то чрезвычайных ситуаций сложно будет маневр сделать. Узковато, потому что все-таки магистраль. Все. Ничего не могу больше сказать, и даже с пальца высасывать не буду. Ну, остальное мы увидим по ходу эксплуатации, да? Конечно, как будет, кстати, 5 лет или сколько там гарантийные обязательства, они будут исполняться, ну и все будет круто. А этот принцип, он раньше применялся? То есть, если... Конечно. Только как он исполнялся, вот это другой вопрос. Здорово, брат. Давно ездите по этой дороге? Да. Ну как дорога сейчас? Нормально. Шикарно стало? Отлично. А вообще горожане, которые вы возите, как они относятся к этому? Ну, которые горожане, которых вы возите пассажиров,
Как они относятся к этому, ну, к дороге, что вот дорога там, Все, довольны? все нормальные. А слышали такое, ой, дорога плохая там? Нет, Вот, нет, нет. Нету такого. Слышал. Отлично. Спасибо большое, всего доброго. Добрый день, здрасте. Как настроение? Привет. Привет. Она выходит. Выходит, да? Скажите, как дорога, а? Вот то, что сделали сейчас? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас дела? Очень хорошо. Как дорога, скажите, как у нас с дорогой дела? Дорога у нас хорошо, дорога. Вот знаки бы поставить и остановки такой. Остановки поставить Ну еще? так-то нормально, ровная дорога, а еще в кармане не доделали для нас. Ну, это в процессе сделать. Скажите, пожалуйста, а вообще горожане довольны, что дорогу такую сделали? Ну да. Ну как, ну да, сделали. И такие, вау, какая крутая дорога, как? Давно же мечтали про эту дорогу. Да, ну то есть, Сколько лет уже. то есть, потому что вы же ездите с ними, да, с горожанами, и они вам, как они вообще отзывы по дорогам? Ну, Ну, хорошо, дорога нормально. не до конца сделана, ну пока нормально. Ездят все довольны. Ну, ясно. Ну, недавно открыли, и до этого они довольны. Ясно. Довольно. Ну хорошо, ну всего доброго, всего Спасибо, доброго. до свидания. До свидания. Добрый день. Здрасте. Да, здрасте. Дорогу сделали у нас здесь. Как вам вообще вот дорога? Отличная дорога. Отлично. Ну, она решила вопросы вообще вот нашего вот микрорайона здесь, Хатунуряха и так далее. Да, сейчас вообще вот ехать одно удовольствие. У вас есть претензии к нам, вот к Сардане конкретно? Нет, к дороге никаких претензий нету. Ну, ясно. Ну, в основном люди, как бы, я так понимаю, что с пониманием относятся, что недоделано где-то или еще что-то. Ну, это главная дорога. Да, главное. Правильно вы сказали, очень хорошая, главная дорога. Всего доброго, до свидания. У меня лишь такой вопрос. Вот эти ваши заявления, как-то так, я вижу комментарии. Федоров, видимо, решил, как бы, Сардане Владимировне реверанс делать намеки, а не возьмете ли меня обратно в мэрию? Слушай, Он как бы так, немножко так. слушай, не, я еще... Стоп. Ну, это хороший, кстати, посыл. Я могу сказать одно. Сегодня я при деле, и сейчас у меня есть четкая задача дополнительную квалификацию и профессиональные навыки получить в Академии, значит, в Российской Академии муниципальной службы. И я выбрал очень уникальную тему. Это управление северными городами, российскими городами. И я сейчас ее очень буду изучать. Вот тогда, после, ну, скажем, написания, я, как говорил и ранее, сейчас я, значит, магистратуру закончу, я все равно буду аспирантскую писать, потому что очень интересная тема, и для меня сама по себе, и практика, которую я получил, и вот сейчас у меня мои партнеры, и в Общественной палате Российской Федерации, и в Москве, и где я встречаюсь, они говорят, интересный опыт, который можно было применять на всей территории Российской Федерации, потому что у нас же самые условия экстремальные. В прошлом году при формировании бюджета, мягко говоря, грубо говоря, нас просто чекрыжили, и там депутаты городские просто топтались на ЖКХ, говоря о том, что мы город утопим, мы его загадим, мы его засыпем снегом и улицы убирать не будем, и все, и это будет крах. То есть расходы на ЖКХ... Между тем, при сокращении расходов на ЖКХ, глобальных расходов, не повлияло ни на один уровень работы, деятельности, исполнения муниципальных обязательств в рамках обеспеченной хозяйственной деятельности города ни на грамм. Более того, мы более 150 домов закатали в пожарно-охранную сигнализацию, и они спасают сегодня эти сигнализации, раннее оповещения, наши дома. Более того, мы вывозили снег, и это было огромнейшее количество, рекордное количество за все существование города Якутска. Более того, мы сегодня, вот, кстати, в этом квартале установили выгребные ямы, дополнительные баки, там вот эти шайбы там и так далее и тому подобное. Мы сделали больше, чем даже планировалось. Ну, то есть... Раз. Это вот причастность к проекту дороги. Да. Второе. Мы пошли осознанно на такой шаг, потому что для нас решение, ну, скажем так,
таких многолетних застойных проблем приоритетно было, потому что дороги, оно все время у нас на слуху и так далее. И мы это принимали без каких-либо сомнений, там, качаний, может быть, обсуждений, консультаций. Все, решение принято, мы идем. Например, если бы я проектировал, я бы не делал бы вот этих бордюров, которые стоят сегодня на отворотах. Это же понятно, вот большие грузы или там, допустим, вот сюда фуры, которые заходят на разгрузку, они обязательно их снесут, вот эти вот ограждения. Да. Они здесь ни к чему. Это раз. Второе, такие высокие, вы что, лошадей ограничиваете, чтобы? Зачем такая трата денежных средств на такие высокие ограждения нужны? Чисто для того, чтобы люди, или то есть наши горожане, вот здесь как поворачивать? Обязательно кто-нибудь снесет. Чтобы наши горожане просто не шли на дорогу, а шли по, скажем, пешеходному переходу. Вот эти вот углы, которыми наши машины режут себе бока на резине, вот эти вот, их надо тоже апгрейдить. Пошире сделать въездные зоны в так называемые в межквартальные заезды. Они должны быть шире. Развязки на перекрестках нужно расширять максимально, сколько можно, в обеспечении с уменьшения пробок. Ссылается же на некие нормативы, я с этим соглашусь. Посмотри, торчит бордюр. Кто-нибудь все равно себе горожанин, ты же спрашиваешь меня как горожанина, кто-то себе боковой порез делает. Я хотел бы обратиться к горожанам, попросить о том, чтобы мы все-таки перестали в конце нашего завершения года все-таки смотреть на все плохое. Власти нас провоцируют на то, чтобы мы начинали между собой выискивать какие-то недостатки. Власти провоцируют на конфликты. Вот на сегодняшний день, связанных с дорогами, например, все время выискивают через средства массовой информации недоработки администрации города. Администрация города все время от этого открещивается или еще что-нибудь. И это, конечно, создает определенный фон. Давайте смотреть на хорошее. Его же так много. Вот сейчас мы проехали по дорогам, народ-то доволен, благополучатели-то счастливы. Давайте смотреть на то, чтобы не создавать конфликты, а улаживать их. Вот эти вещи надо сегодня проговаривать в обществе. И, конечно, нужно обратить внимание на то, что мы будем делать в будущем. Также обкусывать друг друга и также будем искать негатив или все-таки будем смотреть на положительные стороны.